Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане. Цитата. «На территории Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший рейсом из Баку в Грозный. По предварительной информации, на борту самолета были жители Российской Федерации. Все подробности авиакатастрофы выясняются. Ингушетия скорбит вместе со всеми. Выражаем глубокие соболезнования. Мы готовы оказать необходимую помощь». В Малгобеке взорвался беспилотный летательный аппарат, предположительно дрон. ЧП произошло на выезде из города. На место падения аппарата выехали сотрудники РОВД Малгобекский. По предварительным данным, никто не пострадал. В связи с происшествием к гражданам обратился глава субъекта Махмуд Аликалиматов. Цитата. «Уважаемые жители города Малгобека и республики, прошу всех сохранять спокойствие. Обстановка контролируется», отметил Махмуд Аликалиматов. На территории башенного комплекса Нижний Пуй были найдены костяные амулеты, сообщили в пресс-службе школы каменщиков-реставраторов «Наследие». Амулеты были найдены в 7-м склепе, они просверлены. По словам специалистов, ранее такие же амулеты были обнаружены учеными в Денисовой пещере на Алтае. С помощью палеонтологов планируется определить, какому виду существ принадлежали эти кости. Открыт прием заявок на участие во 2-м сезоне конкурса поддержки родительских инициатив. Проект направлен на развитие воспитательного пространства и поддержку активных родителей и школьных комитетов. Участники пройдут обучающие семинары по разработке проектов и составлению смет. Им будет доступен образовательный онлайн-курс «Родители и система воспитания» на платформе «Знания Академия». Победители получат премии до 2 миллионов рублей. Реестр неплательщиков алиментов, который появился недавно, Минюст предлагает сделать своеобразной доской позора. Все данные о неплательщиках будут в открытом доступе. Работодатели будут видеть, кто устраивается к ним на работу и отказывать в трудоустройстве. А банки будут знать, кто хочет взять кредит и отказывать в займах. Со временем будут вводиться все новые ограничения. Проект «Живые письма» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Его представил молодежный центр «Дом молодежных организаций». Проект направлен на сохранение исторической памяти и культурного наследия через уникальный формат погружения в историю, оживление писем прошлого. Инициаторы проекта помогут молодежи прикоснуться к настоящим эмоциям и воспоминаниям людей из разных эпох, сформируют у них интерес и уважение к культурному наследию. Реализация проекта запланирована на 2025 год. Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разработает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Речь идет о клиентах-дропах или дроперах, тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Например, это могут быть деньги для онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов. В России с 25 декабря во всех регионах можно будет подать заявление на субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг через портал Госуслуги и региональные порталы. Также устанавливаются правила их обработки ответственными органами. Согласно изменениям, для заявлений на субсидии, поданных через Госуслуги, устанавливается необходимость уведомить заявителя, если комплект документов при подаче был неполный или информация, которую он предоставил, недостоверна. Кроме того, вводится необходимость аргументированно обосновывать причины отказа в предоставлении субсидии заявителю.